Судьи матча Алик Закиров, Никита Баранов. Судьи Башкирской хоккейной лиги. Шайба стремглав по льду поскользит и ловким маневром пусть всех удивит. В команду любимую придет пусть удача и будут выигрышны все ее матчи. В прекрасный день этот хоккей. Успехов, добра, настроения. Мы в финале. Самый главный день для всех хоккеистов. Несмотря на то, что это первый матч в этой серии. Но и она будет уникальна. Если в полуфинале при равенстве побед назначалась третья встреча, то в финале будет только 2 матча. Потому что в случае ничейного исхода по викториям во втором матче будет пробиваться серия штрафных бросков, которые и выявят победителя на льду главной арены. Уфа-арена, обладатель Башкирской хоккейной лиги, хоккейный клуб «Уралец» против УФСИН, который в прошлом сезоне тоже был максимально близок к тому, чтобы поднять заветный трофей над головой. Первый бросок из своей зоны наносят хоккеисты УФСИН, но на месте Радик Гарифулин под 73-м номером. И первый удар по голове. Это высоко поднятая клюшка. Если трактовать эпизод по судейским правилам, но жутковато это было, несмотря на то, что хоккеист уралец полностью защитил свое лицо и сеточку у него есть на каске. Тем не менее, эпизод был жутковатый и есть первое удаление в матче в составе УФСИН. На 2 минуты отправляется никто иной, как Антон Муфтахудинов. Вот так не успели мы познакомиться с составами играющих команд, как и бросок мы увидели, и удаление, и то ли еще будет. Тем более хоккейный клуб «Уралец» – это уникальная команда Башкирской хоккейной лиги. Что в прошлом сезоне, что в этом, но об этом мы еще с вами поговорим. Хоккейный клуб «Уралец» в белых цветах. 73-й номер Радик Гарифулин. Вратарь команды Рустем Ахунов 2-й. 29-й Матрёнин Антон. 19-й Растафьев Евгений. Файзулин Илья 87-й. Салимов Артур 98-й. Хуснудинов Артур. Внимание, моменты можно забивать здесь и сейчас. Бросок в дальний угол Матрёнина. Шайба просвистывает рядом со штангой. Внимание, еще один момент. И основной голкипер УФСИН с первых секунд. В работе с первых секунд он выручает команду. Это Илья Рассказов под 35-м номером. Дважды подряд вступил в игру. Еще один бросок поворотом. Или это даже попытка была броска, но попытка заблокирована. И уралец, вы посмотрите, какое движение демонстрирует команда в белых цветах УФСИН. Очень тяжело отбросить, но зато будет сейчас шанс отправить в контратаку. Особенно учитывая, что впереди остался Тагиров, у которого со скоростью полный порядок. С техникой тоже 5+1 показывает арбитр. И УФСИН остается втроем за нарушение численного состава. Вот тогда, но вот вам и минус грязного времени. Потому что как только УФСИН определится с игроком, отправившимся на скамейку запасных, отбывая командный штраф, Муфтахудинов уже появится на льду, потому что время его штрафа истекло. Продолжаем. Файзулин Илья 87-й, Салимов Артур 98, Хуснудинов Артур 44-й, Жураух Максим 42-й, Калачев Игорь 90-й, Задитов Камиль 15-й, Ахмадулин Евгений 2-й, Ганеев Артур 4-й номер, Сафин Ильдар 85-й номер, Красновый Юлия 6-й номер, Иванов Сергей 10-й, Газизов Альберт 21-й, Полянский Степан 99-й, Максимов Дмитрий 78-й, Гайнулин Айнур 79-й, Тарасов Андрей 55-й. Вот такая внушительная заявка у уральца на этот матч. Более того, почти весь коллектив в сборе. У УФСИН не так много усилий, но с физикой
у парней полный порядок, поэтому и где-то даже ограниченных сил хватит на этот матч. Ганеев бросает, Рассказов спасает. Вот как работает этот эпизод. Но Илья на кураже, и словно заставляет он нас сделать так, чтобы мы познакомились с составом второго финалиста. УФСИН 35-й Рассказов Илья, 7-й Игорь Рэпш, 10-й номер Кочетков Андрей, 13-й Столовин Евгений, Князев Андрей, 19-й Наховахатский Артем, 22-й Горбунов Андрей, 24-й Емилов Раиль, 27-й номер. Бросок поворотом в дальний угол от Матрёнина, но это было совсем не точно на подборе. Вновь номинальные гости матча. Горбунов Артем, 33-й, Пупшев Павел, 36-й, Мутахудинов, потом 43-й, Малиевский Александр, 55-й номер, Дельванов Артур, 80-й номер. Внимание, ошибка! И УФСИН убегает! 1-0. Это Тагиров, и есть возможность забить Весенсберг! Гол! Азат Тагиров! Он делает все соло, и не нужны ему партнеры, чтобы заставить болельщиков любимых вскочить с места. И это первая шайба в финале. И забивает ее УФСИН, несмотря на то, что уралец просто обязан был открывать счет минутами ранее. 2 подряд большинства, 0 голов. Вот он фактор вратаря сильного Ильи Рассказова. Но ради Гарифуллина сделал все, чтобы вытащить команду. Но Тагиров очень скоростной. Он раскачал голкипера на месте и забросил шайбу. Класс, высший пилотаж. Первая шайба должна раскочегарить эту встречу. Потому что и моменты есть, и броски есть. А вот гол, откровенно говоря, не хватало. Гильванов Артур, 80-й, Ведерников Сергей, 86-й и Тагиров Азат, 91-й. Все, мы познакомились с командами. Для вас на этой встрече работает творческое трио в лицах оператора и режиссера Анатолия Зотова, оператора Татьяны Зотовой и комментатора Ильи Антипина. Хоккей — вещь непредсказуемая. Еще бросок поворотом. Рассказов, что творит эта стена. Шайба скакала по льду лягушкой словно. Но Илья даже не стал на всякий случай клюшку подставлять, а просто выставил ловушку вперед. Эстет. Просто эстет. Но и хладнокровие у него, конечно же, на месте. Илья Рассказов — это один вратарь в полуфинальных встречах, кто умудрился сохранить сухарь. Потому что во втором противостоянии УФСИН и БГК УФСИН завоевал победу 4-0. Опять же, не смотрите на счет, дорогие друзья, потому что кто не смотрел эту встречу, подумает: УФСИН в одни ворота вынес БГК. Нет, на протяжении очень длительного времени счет на табло сохранялся 0-0. И только во втором периоде стоило УФСИН открыть счет, как БГК, к сожалению, рассыпался, и интриги до конца матча не хватило. Момент, будет ли бросок, нет. И вновь обратите внимание, толкаются игроки. Это финал, здесь ставки высокие. Еще момент, можно сравнивать счет. Но Матрёнин попадает в защитника. Ну как попадает? Даже защитник должным образом сыграл и принял бросок на себя. Гильванов по флангу входит. Новохадский его поддержит. Бросок со острейшего угла. Это было выше. Да, покажется с комментаторской позиции, что это было не опасно. Шайба над перекладиной летела высоко, но позиция была дальней. И в любой момент шайба могла юркнуть в ворота. УФСИН отбивается с большими усилиями, но Столовин заблокировал выстрел Максимова. Вот как необходимо действовать в обороне. Постоянно помогать голкиперу, потому что, да, Илья Рассказов, можно сказать, всемогущ. Илья Рассказов — это главный претендент на лучшего вратаря сезона, по моему мнению. Столовин, бросок в дальнюю девятку. И вот теперь Радику Гарифуллину необходимо вступать в игру в плей-офф. Разгорелся такой мини-скандал в соцсетях среди болельщиков, но об этом позже, потому что Столовин останавливает Файзуллина и Ильяса. Еще один бросок, и уралец просто всей командой навис на ворота Рассказу и как бы не сыграл злую шутку, что УФСИН обороняется в низком блоке. Чуть ли не всей командой они
принимают броски на себя, потому что уралец это команда кураж. Если она его ловит, то отбиться практически будет невозможно. Внимание, передача на пятак, но читается она. И теперь УФСИН едва не забивает вторую шайбу. И нет, не покидает игровой снаряд площадку. Горбунов, оставшийся в зоне соперника, лишь так обозначил прессинг. В таких случаях говорят, что команда даже не прессингует, не создает давления, а наоборот, высоко располагается, тем самым показывая сопернику, чтобы тот не расслаблялся. Так, опять одного нападающего под синюю линию УФСИН отправил, но Горбунов сам решает эпизод на месте. Радик Гарифуллин. А как долго не было пауз в этой дуэли, просто фантастика. И вот только сейчас Радик дает подышать командам, чтобы и те расслабились, как говорится, и свои тоже, чтобы перевели дух. Так вот, уралец подписал сильного игрока специально под плей-офф. Имеет он опыт в хоккее, причем хорошим. Момент, опасно, за ворота, и можно забивать. Нет, Рассказов находился рядом с ближней штангой, перекрыл он полностью ближний угол, не позволив сопернику отличиться. Тагиров, герой первого периода на данный момент в составе УФСИН, да и в целом шикарную передачу вырезал на Рэпшу. Вот он бросок, и еще один заблокирован. У Игоря роскошный выстрел от синей линии. Он может бросать из кистей, он может бросать им с размаха. Необходимо помогать в таких случаях голкиперу. Так вот, уралец совершил шикарный трансфер, но, опять же, многие команды задались вопросом, а легально ли это было. Бросок на месте вновь. Гарифуллин. Честь и хвала руководству башкирской хоккейной лиги, что они отработали максимально оперативно, быстро сняв все вопросы. По регламенту на плей-офф можно совершать трансферы. И уралец уложился в необходимый отрезок. Плюс по правилам башкирской хоккейной лиги можно только 2 или 3 игрока с хоккейной школой. Ганеев вошел в зону, зря, конечно, коснулся он игрового снаряда, потому что не поспел выйти в центральную зону Ильяс Файзуллин. Да, трансфер сработал, и уралец максимально уверенно прошел Транснефть, лидера регулярного сезона. Причем просто фантастически уралец это сделал, учитывая, что Транснефть в регулярке дважды просто не замечала сопротивления уральца, ровно так же, как и УФСИН, потому что 3 декабря эти команды встречались друг с другом, и УФСИН 13-2 просто разнес уралец. Но, опять же, мы оборачиваемся к прошлому сезону, и вот что скажем, что уралец ровно так же в регулярке очень плохо играл, уступал с разгромными счетами, но по итогу в плей-офф занял первое место максимально феерично. И в спорте тоже есть такая специфика, что команда на длинной дистанции особо не обращает внимания на регулярный чемпионат. Она наигрывает связи, тем самым превращая официальные матчи, так сказать, тренировочные. Но в кубке уже выкладывает все козыри и пишет историю. Это все про уралец. И мы видим по характеру игры, что здесь счета 13-2 не будет. И пока мы рассказывали занимательные истории, штанга спасает команду уральца после броска низом Рэпша. Так вот, пока мы представляли уралец как прекрасную кубковую команду, первое удаление заработала эта команда, и удален никто иной, как Антон Матрёнин, лидер, капитан команды. Но мы видим, что коллективы в сегодняшнем матче прекрасно обращаются
в большинстве, что Уралец в буквальном смысле задушил УФСИН, но Тагиров, благо есть УФСИН, который вылетит и реализует любой выход 1-0, что Уралец вот только сейчас получается отбиваться, а в первые секунды УФСИН также не позволял оппоненту поднимать головы. УФСИН – это сильнейшая команда регулярного сезона после Транснефти. УФСИН – это единственный коллектив, кто, пожалуй, навязал борьбу Транснефти в матчах, потому что Транснефть – это открытие сезона, это новичок башкирской хоккейной лиги, который забивал море шайб, переигрывал и по скорости, и по командному взаимодействию. И Транснефть по праву также считался главным фаворитом, пожалуй, плей-офф, но Уралец вновь предстает в новом лике и выбил команду. Причем заслуженно, потому что Уралец действительно умеет играть по сопернику. И вот теперь Уралец в полном составе. Вновь передача на пятачок и контратака. Тагиров по его катанию, по его технике можно отличить в любое время суток. И даже не обязательно смотреть на номер и на фамилию на спине, потому что всем известно, что это Азат. Обогнул он практически всю чужую зону и бросил в ближний угол. Но Радик Гарифуллин на месте выставил своевременно ловушку, поймал шайбу. 1,5 минуты до конца первого периода. Крышесносный поединок мы с вами смотрим. Да, это первый матч. В любом случае будет еще второй. Но команды не запираются у ворот, а демонстрируют открытый хоккей. Потому что зачастую в финалах, особенно на любительском уровне, команды держат в голове тот факт, что сзади необходимо сыграть понадежнее. А в атаке момент какой-нибудь да придет, и, возможно, его удастся реализовать. Дильванов бросил, но заблокировал выстрел Евгений Ахмадуллин. Сегодня потрясающе ведут себя и вратари, и защитники. Обратите внимание, полевые не отворачиваются от броска. Внимание, перехват, Горбунов, это выход. 2 в 2, бросок! О-хо-хо! Гарифуллин! Продемонстрировал не только потрясающую растяжку, но и сумасшедшую игру ловушкой, достав неприятнейший бросок из дальнего угла. Вот почему считается, что голкипер просто обязан не только играть здорово ловушкой, не только здорово играть клюшкой, но и также ловушкой. 5 секунд до конца первого периода. Есть еще возможность на бросок даже с центра. И вот он выстрел. Рассказов на месте. Честь и хвала Хуснудинову, что не обнулил такую возможность и поступил как полагается. Все, первый период позади. 1-0. УФСИН впереди. То ли еще будет.
Возвращаемся на лед главной хоккейной арены в столице Республики Башкортостан, где отношения выясняют Уралец и Уфсин в рамках финала башкирской хоккейной лиги. Салимов, бросок поворотом рассказа. Вот так нужно начинать период, без какой-либо раскачки, а сразу с места в карьер. Ну и как полагается. Обратимся к сезону, потому что он получился длинным. Команды друг с другом играли 3 раза, и Уралец еще ни разу в сезоне 23-24 не обыгрывал Уфсин. Хотя, будем честны, из матча в матч команда чувствовала себя увереннее, потому что если в первый раз Уфсин без шансов переиграл Уралец, то во второй и в третий раз уже были искрометные баталии, в том числе и третий, когда Уфсин переиграл Уралец. А счет 4-3, внимание, Тагиров, гол! Гол 2-0! Ахвата не остановить! В формате 6-5 забивает Уфсин. А знаете почему? Потому что отложенный штраф. Это был арбитр, своевременно поднял руку, он видел подножку в зоне Уфсин, но не останавливал игру, потому что сработал признак преимущества, когда команда остается с шайбой и продолжает атаку. Я не знаю, какое противоядие еще найти уральцу против Азата Тагирова, потому что первую шайбу он забросил благодаря потрясающей скорости и технике, что сейчас. И причем шайба-то 1 в 1 забита. Точно так же оторвался от оппонента. Ровно так же убрал голкипера, тем самым быстро его обогнув. Так, а у нас-то пауза, и она понятна. И сейчас... Номер 73, команда Уралец. Так, подождите, а это интересно. Недаром сейчас я взял молчание, потому что хотел я подслушать разговор игроков и судей. Уфсин забросил вторую шайбу. Был отложенный штраф. А тогда почему удаляется игрок Уральца, если гол был забит, а пока мы рассуждали 3-0! 3-0! Уфсин громит Уралец, не имея игрового превосходства. От слова совсем. Но, внимание, будет ли видеопросмотр запрошен от представителей Уральца, потому что мне лично показалось, что игрок Уфсин, замыкавший передачу, коньком подправил шайбу. Если это было акцентированное движение в сторону шайбы, тогда гол будет отменен 200%. Да, так оно и есть, дорогие друзья. Идет видеопросмотр со стороны арбитров. Другое дело, что у судей не было четкой позиции для того, чтобы точно определить, а по правилам ли была забита эта шайба. Хоккеисты Уфсин отпраздновали как следует гол, и какое разочарование будет, если шайба будет отменена. Но у Уфсин в любом случае будет время еще в большинстве, чтобы повторить триумф, но уже в рамках правил. Включите время обратно. Должно быть ясно. Болельщики вот так вот. Болельщики просят, чтобы время продолжало идти, потому что оно грязное. С одной стороны, правду говорят, потому что система грязного времени работает не только в любительском хоккее, но и также в любительском футболе, но и также на юношеских турнирах, когда детям по 8-10 лет. И если прям вчитываться, вгрызаться в каждое слово этого правила, то, по сути, видеоповтор не должен
останавливать время, и оно должно идти. Но браво БХЛ, что останавливает время. Во время видео все, шайба засчитана. Значит, движения коньком не было в исполнении нападающего UFC. И мы сейчас будем прислушиваться, кто же забил, потому что на пятаке был плотнейший трафик, и очень трудно было вглядеться, кто же все-таки подставил. Кто же все-таки подставил таксовую амуницию, забросил шайбу. И это Павел Пупша. Бросок, это точнее передача была на пятачок. А ведь Радик Гарифуллин уж всем весом покинул створ. Игорь Рэбж устремляется к воротам, продавливает соперника. Гарифуллин двумя ногами встречал шайбу, но не сумел Игорь выбраться из-за ворот и, соответственно, уже поразить. Дал в ворота соперника Салимов. Так же, как и Тагиров, накрутил всех оппонентов, бросил в ближний, но Рассказов на месте. Уралец по ходу сезона набирал форму от игры к игре. Например, если сначала были такие жуткие поражения, как от Транснефти, 1-10, от УФСИН 2-13, то затем уже представители Курултая навязали борьбу. БГК 2-3, затем уступили 1-5 Бэск, но после взяли убедительный реванш уже в весенней части сезона. Благо удалось реабилитироваться уральцу по ходу чемпионата в регулярном сезоне. И первую победу уралец добыл 28 января над Баш РТС со счетом 4-3. В большинстве будет действовать уралец 2 минуты. На 2 удалился Андрей Горбунов. Это уже не первое удаление, опять же, не самая лучшая игра на синей линии в исполнении защитников уральцев. Игроки УФСИН устремляются в контр-атаку. Да, не такая скорость у Ямао, как у Тагирова, чтобы убежать 1-0. Но из тяжелейшей ситуации выпутался, бросил ближний угол, да так, что Радик Гарифуллин вынужден был бросок отразить. Задитов выстрелил, и еще один бросок заблокирован. Очень самоотверженно сегодня действуют игроки. Честь и хвала им за это. Также уралец — это команда «Карнавал», потому что в каждом матче этого коллектива изобилие заброшенных шайб. Например, 17 марта уралец переиграл Бэск со счетом 8-7, уступил ему 4-5 после и забрал победу 9-1. В полуфинале, так первый матч, абсолютная сенсация. Бросок поворотом верхом не попадает. Просто не попадает сейчас. Степан Полянский, по-моему, это был. Проверял верхний угол Рассказова, но в сантиметрах шайба просвистела. Уралец в 2 матчах просто вынес Транснефть. В первом 7-3 одержал победу, а затем победа 3-2, тяжелейшая, но главное, что она вывела в финал. Меньше 10 минут остается до конца второго периода, если быть точным, 9-13. Вновь легкая заварушка на пятачке, но Рассказов, царь пятака, уверенно закрыл шайбу и под аккомпанемент диктора, что УФСИН играет в полном составе. Увы, ах, не получилось. В службе исполнения наказания отличиться в меньшинстве, ровно так же, как уральцу не получилось отличиться в большинстве, потому что уралец, момент добивания, Рассказов на месте, и Князев отталкивает соперника с пятака. Но посмотрите, с какой улыбкой игроки подходят к таким
эпизодом, потому что полуфиналы Башкирской хоккейной лиги выдались очень жаркими, особенно между командами УФСИН и БГК, потому что хоккеисты в черно-синих цветах в стиле автомобилисты из Екатеринбурга жестко работают на пятаке, тем самым охраняя голкипера должным образом. Еще момент в ближнюю девятку. Это был бросок, и наносил его Артур Ганеев, но это было не створ. Подбор за команду УФСИН, несмотря на то, что здорово сыграл сначала Журавов, оставшись последним, и Ганеев разгоняет атаку, сам же всех проходит и бросает, и зарабатывает удаление для своей команды. Браво, браво, Артур, что взял инициативу в свои руки, несмотря на то, что справа параллельным курсом летел напарник, но это и отличает лидера, что он будет делать все сам. А это, к слову, одновременно мы отмечаем, что тревожный звоночек для УФСИН, потому что служба исполнения наказаний все никак не может поиграть с уральцем в полном составе. Уралец зарабатывает в эти минуты двойное можно сказать, двойное удаление. Потому что сначала в формате 5-4 уралец играл. И вот прошла буквально минута с того, как УФСИН получил пятого игрока на льду, как вновь удаление. Это может означать, что хоккеисты службы исполнения наказаний уже в некоторых моментах где-то не поспевают за представительными уральцев, потому что они играют вот так красиво, и Рассказов на месте. Матрёнин бил низом, зная, что Илья перекрывал вверх. Позиция была убойная для броска, но опять же Рассказов переигрывает Антона. Илья Рассказов один из лучших, пожалуй, вратарей полуфинальных сеч. Мы говорили, что он стал единственным, кто засушил свои ворота. Но, на минуточку, он ведь сделал это не один раз, а два, потому что УФСИН в первом матче переиграл БГК 4-0, так же, как и в решающем. Третий бросок в ближний угол, вновь щиток Рассказова на месте и отражает очередной бросок. Еще одна попытка выстрела Ахмадулина это был, но опять же выстрел заблокирован. Рассказов. А, дорогие друзья, никто из вас часом не считает, сколько раз Илья сегодня выручил команду. Если бы у нас была продвинутая статистика, как в хоккейной лиге или как в той же высшей лиге, тогда мы могли посчитать, сколько Илья спас ворот. А так мы можем только догадываться. Радик Гарифуллин тоже без дела не простаивает долгое время. Шайбу зафиксировал и тут же вторым касанием ее ввел в игру, чтобы у УФСИН не было сбрасывания. И Матрёнин по неосторожности нарушает правила, потому что он не видел вблизи себя оппонента. И это действительно жуткое столкновение, потому что до сих пор игрок УФСИН не может подняться на ноги. Все, слава богу, все здоровы, все живы. Горбунов пострадал. И ни у кого никому претензий нет, потому что Матрёнин откатывался спиной. И поэтому это несчастный случай. Но тем не менее, это нарушение правил, как показали судьи. Антон вынужден отправиться на скамейку штрафников. Да, капитан уральца не согласен с таким решением. Он тоже словно говорит: товарищ судья, да не видел я его. Я задом катился, я открывался под передачу пошире во фланг. Ну какой же это фол? Но, товарищи судьи, такие люди, они непреклонны, они не поменяют своего решения ни при каких случаях. Если только шайба, допустим, забита не по правилам, и после видеопросмотра можно, соответственно, изменить решение. Но не в таком случае. Но для уральцев ведь это не приговор играть в формате 4-5. Больше вам скажу, что сегодня команды, играющие в меньшинстве, тоже создают голевые моменты. И в том числе уралец Ганеев сделал диагональную передачу
на партнера. Тот дальше отправил ее вперед. А кто же это? А это, конечно же, Ильяс Файзулин. Безадресный перевод вперед в зону соперника. Здесь, кроме Фархудинова, никого нет. А вот не удалось сделать сильную точную передачу, но вернул Салимов Артур ее под контроль. И вот он, Артур, вот его ускорение, вот его мастерство, но останавливает его Антон Муфтахудинов. И пересменка. Да, пока Уфсин точно не может занести эту игру в большинстве себе в актив, потому что моментов не так много, бросков тоже. И даже Салимов может вот так красиво распечатать ворота, рассказываю, но не получается. Рэпш в гордом одиночестве он выводит шайбу через борт. Аккуратно, так он умеет и делает очень часто. Тагиров, нет, друг другу помешали Столовин и Тагиров в этом эпизоде, потому что Тагиров собирался ее подхватить и двинуться дальше вперед, а вот у Столовина были другие планы по работе с игровым снарядом. Новохадский тоже не рискует. Рассказов постукивает клюшкой по льду. Говорят товарищи, Матрёнин вот-вот появится на льду. Или не появится. Или второй штраф. Ничего себе. Да, вот так действительно. Антон остается, судя по всему, на скамейке штрафников. И то есть двойной двухминутный штраф. Схватил капитан. Интересно, бросок по воротам. Следующее! Радика Гарифуллина. Да, занял правильную позицию. Да, остался по центру. Но шайба, по-моему, шла в мертвую зону для голкипера. А именно между плечом и шеей. Но изловчился 73-й номер уральца и выручил команду. Да, честь и хвала уральцу, что вот так достойно играет. Вчетвером 4 минуты. Практически ничего не позволяет делать Уфсин. Только один бросок за 3 минуты с небольшим нанесли хоккеисты в темных цветах и не больше. Салимов. Падает он, и это удаление. Теперь в составе Уфсин. И выбрасывают шайбу далеко вот так вперед, зная, что время грязное и что оно остановлено не будет. Последний минут второй период. Поэтому это еще убитые секунды. 10 секунд тем временем остается до появления Матрёнина. 40 секунд до конца второго периода. Зажигательный он получается. 2 заброшенные шайбы мы в нем увидели. Третий период также обещает нам много интриги, потому что 3 шайбы для хоккея это много, но они отыгрываются. Рассказа здорово доработал ногами, вовремя сместившись в район ближнего угла. Выброс и словно ругает своего партнера Артур Гильванов, говоря: дружище, зачем ты выбрасываешь шайбу? Я ведь открывался, я ведь выходил на чистый лед. Но нет, Уфсин действует аккуратно, построже. Все, второй период окончен. Уфсин ведет со счетом 3-0. Тяжелая ситуация у уральца, но не безвыходная. Сумеет ли написать камбэк уральцы, узнаем в третьем периоде. Отдыхаем.
Возвращаемся на лед главной арены. Уфа-арена. Как вы могли заметить, вбрасывание не в центральном круге, как обычно это делает после возобновления игры, а в зоне УФСИН. Было удаление. Опять-таки, обратите внимание, Гильванов и Тагиров заставляют Уралец нервничать, в то время, когда УФСИН имеет на одного игрока меньше, но служба исполнения наказаний в меньшинстве уже сегодня забивала усилиями Тагирова и очень хочет такое достижение повторить. После 34 сыгранных минут счет 3-0 в пользу УФСИН. Кто-то скажет, что это нелогичный счет. Возможно. Хуснудинов режет угол, бросает поворотом, штанга спасает, рассказывала. В ближний угол проверял Артур Илью, но штанга — это потрясающий друг вратаря. Уралец в первом периоде полностью переиграл УФСИН во владении. Во втором периоде тоже было превосходство по этому показателю, но УФСИН свои моменты не транжирит. Гол, и вот эта шайба напрашивалась. УФСИН очень много удаляется, и Уралец должен был забить в большинстве. Салимов. Салимов прекрасную скорость набрал, сместился в центр и бросил под штангу Рассказову. Такие не берутся. А вот Муфтахуддинов, судя по всему, был чем-то недоволен, потому что сразу же после пропущенной шайбы отправился к арбитру и что-то ему сказал. Что именно — загадка, потому что Уралец забил чистый гол. Положения вне игры не было, потому что Салимов один в зону ходил. И, соответственно, брать просмотр на офсайд точно никто не будет. Более того, если брать видеопросмотр на вне игры, то это достаточно рискованно, потому что если гол остается, то на 2 минуты отправляется. Артур Салимов, номер 98, команда Уралец. Вот это поворот, вот! Ну вы заказывали, дорогие друзья, такой финал. Вот мы его и получаем. Эмоции, все есть. Но вот что интересно, Салимов после заброшенной шайбы явно что-то показал скамейке запасных УФСИН, потому что Артур отправлен на 2 минуты за неспортивное поведение. Дорогие болельщики, не пугайтесь. Время остановлено. И что, там не 2 минуты у Салимова, а больше? Или нет? Или штраф отменен? Потому что Матрёнин до сих пор разбирается с судьей, и Артур тоже находится рядом. А вот и все. Выяснили, что показывал Салимов запасным УФСИН, и мы понимаем, что ничего противозаконного не было, потому что удаление отменено. 3-1 удалось в третьем периоде УФСИН Уральцу распечатать ворота. УФСИН — это важнейшая психологическая шайба, потому что гола явно не хватало в команде. Но и посмотрим, как УФСИН поведет себя после пропущенной шайбы. Задрожат ли ноги? Или наоборот, эту команду раззадорят, и они пойдут вперед большими силами. Горбунов — самый юркий игрок из этой атакующей тройки, но пас оказывается неточным. Недаром говорят, что передача — это основа основ в любом командном виде спорта. И вот стоило сделать такую вот неаккуратную передачу, как атака сошла на нет. Рассказов в поте лица вновь трудится и отражает бросок в сторону. 13 минут с половиной остается до конца
третьего периода. Мы ни в коем случае не будем говорить формулировку до конца матча. Потому что здесь лучшие команды башкирской хоккейной лиги. Они могут все перевернуть с ног на голову. Тагиров не сумел воткнуть шайбу в незащищенный угол Гарифуллина. Хотя тот уже, казалось, и ворота потерял. И вернуться он в створ не сумел. Но Радик доработал. И более того, уралец ответным курсом полетел забивать вторую шайбу. Потому что недаром придумали пословицу, что не забиваешь ты, забивает тебе. Ее тоже необходимо трансформировать в жизнь. Порой, но не получилось это сделать, зато атака продолжается у хоккеистов в белых цветах. Уснудинов отдал пас на Журау, но, внимание, Тагиров вновь он собирает вокруг себя соперников, делает пас на Гильванова. Гильванов бросок, нет, шайба сходит с крюка, и уралец отправляется вперед. Какой же открытый хоккей мы с вами наблюдаем. Вот в чем красота любительского хоккея. Здесь эмоции неподдельны. Здесь все думают об атаке. Здесь все хотят, чтобы их имена были произнесены на всю главную арену Уфа-Арена, потому что это мечта многих мужчин. Салимов под перекладину и спасает ворота, рассказывал. И Князев тут же с Артуром явно что-то не делит. Кочетков тоже отправляется в пыл, жар разбора. Капитан Матрёнин подъехал, сказал: хорош, мужики, мы сюда приехали в хоккей играть, давайте же не разбираться, давайте же мы не будем драться. Другое дело, что у УФСИН хватает тавгаев, и УФСИН это одна из самых веселых команд в башкирской хоккейной лиге, потому что практически ни один матч с ее участием не проходит вот без таких перепалок, стычек. Горячие парни. Но честь и хвала, что да, поругались, руки пожали, разошлись. Это хоккей, здесь эмоции. Здесь все может быть. И вбрасывание в зоне. Рассказывал. 11 минут 20 секунд остается до конца третьего периода. Болельщики все чаще будут поглядывать на секундомер. Одни, наверное, будут желать, чтобы время побыстрее утикало. Это болельщики УФСИН. А вот уралец, наоборот, пожелает, чтобы время как можно дольше шло, чтобы хватило его для того, чтобы отыграть две шайбы, но при этом еще и не пропустить. Матрёнин, передача, Новохадский прерывает. Все делал правильно Антон. Находил передачу партнера на дальней штанге, и УФСИН выбрасывает шайбу вперед. Тоже такое облегченное правило башкирской хоккейной лиги, да и в целом любительском хоккее, что можно вот так пробрасывать шайбу, время останавливаться не будет. В этом тоже есть свои плюсы. Внимание! Шикарный момент, но как не попадает! Из убойнейшей позиции Полянский Степан. Казалось, все, шайбе некуда было деваться, но рядом со штангой просвистела она. Ахмадуллин Евгений ставит спину, убирает соперника. Еще один перевод на пятачок, и отбивается УФСИН, да еще и в сторону ворот Радика Гарифуллина. А что? А может быть, уже номинальные хозяева встречи тренируют броски под конец игры, когда уралец с большой долей вероятности будет снимать голкипера, тем самым шестого полевого отправлять. И тогда такие броски будут полезны. Но пока рассказы спасает. Радик Гарифуллин за этим наблюдает, за героическими свершениями коллеги по цеху. Ну а болельщики кричат: Илья молодец. УФСИН выполнил задачу минимум на плей-офф, потому что в каждом поединке служба исполнения наказания в матчах на вылет забивала минимум 3 шайбы. Перевод очень неаккуратный. Столовин его читает. Бросок, рикошет. Шайба уходит дальше, потому что бросок был заблокирован. Рэпш не закрывает синюю линию, но делает все правильно, делает необходимые шаги назад, чтобы не было обреза. Гильванов уходит от соперников, сзади держит его клюшкой. Ильяс Файзуллин это был, но такого контакта недостаточно для нарушения правил. И, внимание! Момент можно завершать вообще все, но в решающий момент
броска не состоялся. Контратака может получиться. У уральца УФСИН уже больше обращает внимание как раз на оборону. Потому что сейчас 3 игрока было в зоне уральца, а 2 уже опустились низко к владениям. Рассказывал Журавов, бросок от синей. На месте Илья рассказывает, почему бы и так не бросать, почему бы все время не нагружать Илью, потому что это давление. Его важно оказывать, особенно в тот момент, когда ты уступаешь в счете. Потому что голкипер не должен чувствовать себя в своей тарелке, не должен думать, что из таких позиций его тревожить не будет. А вдруг Илья проспит такой выстрел, да и пропустит. Но рассказов не из этой категории. Вратарь. Недаром в начале репортажа я сказал, что он один из сильнейших в лиге. Так оно и есть. Вновь рассказов! Спасает, но Матрёнин мог добивать, потому что Илья ловушкой хотел забрать игровой снаряд, не получилось. Ну а так продолжается. Еще один выстрел наверняка в упор. Рассказов до места. Защитный шлем падает с его ноги, с его головы. Игра остановлена. Браво! Браво, арбитры, что своевременно дали свисток. Жарища. Просто жарища. На пятаке 35-го номера. И недаром Илья всем водички раздает. Емилов тоже глотнул жизненно важный ресурс, потому что паузу небольшую нужно взять. 6:56 до конца третьего периода. Опять же важно, что в такие паузы за длительное время останавливается. Рассказов на месте. Сумел он нивелировать угрозу Матрёнина. И УФСИН вот так по-простому выбрасывает шайбу в зону уральца, потому что ошибок допускать на последнем рубеже нельзя. Малиевский просто тоже отбросил шайбу вперед в надежде на то, что Емилов за нее поборется. А ведь Емилов-то поборолся. Салимов находит передачи партнера, но теряет равновесие Максимов, потому что он подпал под пресс соперников. Емилов. Еще один выстрел в дальний угол. Не попадает он. Горбунов со встречного угла. Но на месте Радик Гарифуллин. Обратите внимание, что сегодня вратари уральца проводят полный матч. Обычно в регулярном чемпионате мы неоднократно наблюдали, как Рустем Ахунов начинал матч. В середине матча его заменял Радик Гарифуллин, но сегодня Радик сильно вошел в игру, и менять голкипера в таких случаях нельзя. Тайм-аут 30-секундный берет УФСИН, но эта пауза также будет очень важна для уральца. Хотя каких-то изменений вряд ли тренерский штаб будет вносить, потому что игра атакующая идет. Броски есть. УФСИН действует вторым номером. Зачем ломать то, что работает? Другое дело, что Рассказов срывает все голевые планы. И только он становится виновником того, что уральцев лишь единичка на табло. Но и Радик Гарифуллин, опять же повторюсь, тоже великолепный матч проводит. Если бы не он, то УФСИН тут не 3 шайбы бы забросил, а куда больше. Несмотря на то, что у уральца потрясающая обойма, вратари в сезоне на 0 не играли. Да, были матчи, в которых не забивали, но так, чтобы сохраняли ворота в неприкосновенности, это, конечно, пока невозможно. Тагиров не сумел пройти дальше с шайбой, потому что остановил его Журавов. Столовина ждала та же участь, потому что как не хотел Евгений сменить фланг атаки, у него не получилось. Нет офсайда, показывают арбитры. Но даже если он был не зафиксирован, ничего из этого не произошло, потому что
Уралец не сумел закрепиться в зоне. Да, все. УФСИН играет чисто вторым номером. В футбольном сленге, наверное, комментаторам сказать, что построили автобус на месте рассказа. Салимов должен больше брать игру на себя в таких ситуациях. Еще один выстрел и заблокирован бросок. Тагиров отправил шайбу дальше. Ой-ой-ой, Радик Гарифуллин теряет равновесие. Благо уралец не потерял шайбу. Салимов, какой эстет, ты должен забивать Рассказов! Илья в очередной раз останавливает супер выход Салимова на ворота. Просто фантастика. Если выбирать будут лучшего игрока этого матча, то это точно будет Илья Максимов. Попытка броска в сторону ворот, но выстрел заблокирован. Гарифуллин, торопится он, не задерживается у владений, тут же выходит на шайбу и старается отдать ее вперед в зону атаки. Но тут как тут Столовин, Горбунов, Емилов и он остались на синей линии, обозначая скорее прессинг, но не оказывая давления, чтобы успели вернуться назад. И другие игроки УФСИН, конечно же, уже все в своей зоне. Это игра на результат. Здесь счет 3-1 будет УФСИН удерживать всеми правдами и неправдами. Антон Матрёнин. Почему же бросил играть капитан уральца? Да, его остановили. Да, может быть, излишне жестко. Но зачем? Зачем разговаривать с арбитром, когда нет свистка? Это ведь тоже может много значить. Матрёнин в ближний угол бросает, не попадает. На подборе Максимов Дмитрий. Матрёнин. Ударная пятерка уральца на льду. Кому, как не ей, отвечать за спасение этого матча. Гарифуллин, шикарный пас под синей линию. Вот она, вот она марка современного вратаря. И еще одно падение. Салимов не сумел остаться и спиной должным образом к воротам расположить, сделать дальше точный пас. Все. И вновь Рэпш. И он один. Да, к нему отправляется вперед Хуснудинов. Но один в поле далеко не всегда воин. 2 минуты до конца третьего периода. И Тагиров вновь прессинг. И внимание! Арбитр-информатор говорит, что чистое время — это тоже уникальный формат башкирской хоккейной лиги. И вот теперь каждый такой проброс будет останавливаться судьями, а таймер на цифровом кубе будет застывать. И вот теперь тайм-аут берет хоккейный клуб Уральц. Ахунов в это время на скамейке подходит к коллеге, благодарит Гарифуллин за надежную игру. Да, все, свистать всех наверх. Мы идем ва-банк, чтобы сорвать джекпот. Потому что Радик Гарифуллин на скамейке запасных попивает водицу. И это может означать, что представители Курултая будут рисковать. И будет 6 полевых. Потому что, да, действительно, Гарифуллин не просто попивает водицу, а уходит за заградительное стекло и, более того, присаживается. А это означает, что его мы на льду в ближайшее время пока не увидим. Другое дело, Радик вернется в створ, если уралец отличится, и тогда вбрасывание будет в центральном круге, потому что большинство команд в таких случаях действительно возвращают вратаря, потому что если соперник выигрывает вбрасывание в центре, то вторым касанием он может отправить шайбу в створ ворот. Но опять же, кому как. В шестером уралец на льду, как вы предполагали, пустые ворота, и героически встает на пути шайба Ахмадуллин. Именно он спасает пустые ворота, потому что каучуковый снаряд шел точно в створ. Салимов, то как не он будет брать игру на себя, но останавливают его соперники, и шайба на пятаке мечется, едва она не отправилась в ворота. Горбунов может ставить точку в матче. Есть 4-я шайба в ворота.
4-1 УФСИН забирает первый матч финальный, потому что за минуту уральцу отыграться будет очень и очень сложно. Браво, УФСИН! Сдержали натиск оппоненты. И вот он, Гарифуллин. Как мы и предполагали, при выбрасывании в центральном круге вратарь будет возвращаться. Фух, наверняка многие болельщики, так же как и я, выдохнут, потому что нервы просто на пределе. И даже у нейтральных болельщиков, потому что хоккей сегодня что надо, это проброс, а нет. Товарищ судьи говорят, можно играть, значит, было касание, и 15 секунд остается до конца. Ну что, уралец сумеет забить гол престижа или нет? Нет. До него не дойдет, потому что УФСИН с шайбой, передачу вперед под синюю линию, Гильванов за нее не зацепился. Все, хоккейный клуб УФСИН одерживает победу в первом финальном матче со счетом 4-1. Поздравляем УФСИН и призываем уралец не отчаиваться, потому что будет второй матч в этой суперсерии. И УФСИН продлевает победную серию над уральцем. Браво, команда! Спасибо за классный хоккей. Ну а вам, дорогие друзья, спасибо за внимание. С вами был Илья Антипин. Любите хоккей, живите хоккей. Увидимся с вами на льду. Пока-пока!